период пандемии COVID-19 все больше людей нуждаются в психологической поддержке. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 60% людей испытывают симптомы тревоги, сниженного настроения, общего стресса и нарушения сна. Как найти ресурсы в себе, обсудим прямо сейчас в программе интервью. Сегодня с нами психолог Алена Луговская. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Согласны ли вы с мнением, что действительно сейчас психологические проблемы выходят на первый план? Конечно, потому что все больше и больше людей обращаются к психологам, коучам и любым людям, которые занимаются именно социальной помощью. Более 1,5 лет весь мир живет в режиме пандемии коронавируса. Да? Что сегодня известно медицине о том, как COVID-19 влияет на организм человека? Ну, смотрите, коронавирус поражает, получается, все органы, которые уже имеют хронические болезни, да? Но больше всего в первую очередь это идут легкие. Да? Легкие это у нас сердечный центр, да, если брать энергетически, то здесь находится сердце. Легкими мы дышим, а воздух это наша жизнь. То есть от воздуха зависит вообще наша жизнедеятельность. Да? То есть нет воздуха, все, мы умираем. И, соответственно, сердце. Сердце у нас отвечает за что? Сердце отвечает за чувства. То есть сердцем мы проживаем чувства негативные и позитивные. И поскольку коронавирус поражает именно это место, можно сказать, и это, кстати, мы наблюдаем, специалисты наблюдаем, то есть люди, которые больше всего уязвимы к коронавирусу, у них как раз-таки идут проблемы с чувствами, то есть какие-то психологические травмы, ранее перенесенные, это могут быть и в детстве, и во взрослом возрасте, которые заблокировали им чувства, то есть изначально чувства уже подавлены, да, и если здесь есть какая-то проблема изначально, то коронавирус поражает именно это место, так скажем. Алена, мы понимаем, что любая болезнь, в принципе, это большой стресс для организма человека, да? Вот какие существуют психологические приемы, чтобы человек, который понимает, что у него сложности, да, смог выбраться из этого состояния, найти силы в себе? Чтобы из этого состояния выбраться, вы знаете, так как я сторонник психосоматики и метафизики, и понимаю и нахожу подтверждение в жизни, в консультациях с клиентами регулярно, то, что любым болезням изначально психологические проблемы предшествуют. То есть у человека уже есть психологические проблемы, и потом только появляется болезнь, да? То здесь нужно в первую очередь именно этот момент осознать. Болезнь – это знак. То есть у меня есть какая-то проблема, и тело мне пытается на эту проблему указать. Да? То есть по-другому отнестись к болезни. Не впадать в жертву при этом. Ой, я заболел, как все плохо. Да? Потому что если человек будет так делать, то он еще больше разболеется. Понимаете? То есть у него начнут цепная реакция, как говорится, то есть страдать другие органы и остальные разные болезни, да, развиваться. Поэтому осознаем этот момент, для чего мне нужна болезнь. И начинаем анализировать вообще свое состояние предыдущее, свою жизнь, какие события этому предшествовали, для того, чтобы найти первопричину этого и устранить ее. Потому что, как устранить первопричину? В первую очередь мы должны ее найти. То есть если человек не осознает, то он ее никак не уберет, да, из своей жизни. Вот. Ну и когда вообще человек, получается, здесь все зависит от мировоззрения, позитивное или негативное. То есть если он относится к болезни как к знаку какому-то, то это позитивное мировоззрение. То есть у него уже мышление другое, он не впадает в негативные эмоции, то есть у него уже облегчается состояние, да. Плюс если он свое внимание переключает на анализ, да, своей жизни, вообще своего состояния, то мозг, это физиология уже, да, то есть это никакая не мистика, мозг не посылает гормональной системе и надпочечникам сигнал на выработку эмоций стресса, кортизол, адреналин, норадреналин и так далее. То есть мы перенаправляем мышление и корректируем тем самым нашу гормональную систему. И, соответственно, мы не впадаем в негативные эмоции. То есть это уже источник силы, на ваш взгляд? Конечно. Давайте проговорим несколько таких стрессовых ситуаций во время пандемии, самые распространенные. Да? Допустим, если изоляция у человека, да, как ему быть в этой ситуации? Изоляция
Смотрите, опять же, поменять к этому отношение в первую очередь. Но чтобы более понятно было, мы все живем в стрессе, в принципе, сейчас, да, то есть настолько скорость жизни, скорость развития повышенная, и у нас регулярно, постоянно стресс, мы куда-то бежим, чем-то занимаемся, у нас работа, куча хобби, дети, там, семья и все такое, и получается, люди очень сильно загружены, у них нет времени для того, чтобы побыть наедине с собой, кстати, вот первое, да, о чем мы говорили, побыть наедине с собой, для того, чтобы прийти в какой-то ресурс, для того, чтобы вообще, в принципе, познать себя, кто я такой, зачем я, какие у меня потребности, какие у меня желания, да, и так далее. То есть я считаю, что время изоляции можно использовать именно вот в плюс с этой целью. Саморазвитие. Конечно. Но больше даже не саморазвитие, вы знаете, самопознание. То есть саморазвитие — это когда мы много-много информации извне получаем. Соцсети, всякие книги, всякие тренинги. Нет. Не обязательно саморазвитие. Самое простое — это самопознание. Просто услышь себя. Какие у тебя мысли, какие у тебя чувства. Это можно все записывать, фиксировать. И без всякого информационного потока извне можно столько о себе узнать. То есть люди, когда начинают писать, вот даже просто по 10 минут в день, они просто в шок приходят. О себе. О себе, да. Потому что оказывается, что они себя вообще не знают. То есть они живут просто как биороботы. На автоматизме постоянно. Потеря дохода. Потеря дохода. Ну, потеря дохода — это, конечно, сложный такой момент. Учитывая то, что у нас, в принципе, последние 20 лет общество потребления сформировалось, и люди очень-очень много тратят. И тратят на что попало, если честно. То есть людям кажется, что это все необходимое, но на самом деле нет. И есть разные курсы по финансовой грамотности. Я бы рекомендовала в этот момент, опять же, вот смотрите, самопознание плюс пересмотреть отношения с деньгами. То есть научиться финансовой грамотности, как управлять деньгами, вот, как распределять правильно свой доход, даже исходя из того минимального, который у нас есть. Да? Плюс, допустим, тот же шопоголизм, если взять, люди много всего покупают, они пытаются духовную потребность, психологическую потребность закрыть тем самым, понимаете? Они чем-то не удовлетворены, им чего-то в жизни не хватает, и они начинают скупать все подряд. И туда у нас утекают деньги. То есть, когда вы потеряли доход, вам нужно немножко ужаться, да? Но люди будут возмущаться, это же мое удовольствие, это моя радость жизни. Как я сокращу расходы свои? Но как-то приходится с этим мириться. Но и опять же, я говорю, мы здесь отсекаем все лишнее, понимаем, что нам действительно нужно. И это, кстати, тоже очень-очень хорошая практика для саморазвития. Самое страшное, что может произойти, смерть близкого человека. Как принять эту информацию? Смерть близкого человека. Но люди склонны делать из этого трагедию по понятным причинам. И что я могу посоветовать? Смотрите, есть несколько стадий горевания, да, при потере близкого. Первая стадия – это отрицание. То есть человек говорит: нет, это не со мной, это не случилось, нет, нет, нет. Вторая стадия идет принятие. Третья стадия идет боль и проживание боли. И вот отрицание и принятие люди очень хорошо проходят, и причем быстро проходят, да? А на третьей стадии все застревают. То есть как только у них начинается боль, то есть чувства, сильные негативные чувства, то есть это и на теле отражается, да, то есть неприятно в груди становится, и даже могут опять же здесь болезни в качестве психосоматики вылезти, да, потому что много негатива, и все, люди начинают это блокировать в себе. То есть я это проживать не хочу. Они замкнули это все, чувства вообще полностью все заблокировали и пошли жить дальше, да, но так делать нельзя. Потому что когда они здесь это все заблокировали, они с этой болью будут жить всю жизнь. И рано или поздно эта боль выстрелит. Понимаете? Плюс, как у медали есть две стороны, у нашего сердца, органа чувств, есть тоже две стороны. Это негативные, позитивные чувства. И получается, если мы перекрываем одну сторону, да, то есть блокируем негативные чувства, блокируем боль, то автоматически перекрывается другая. То есть вы заблокировали боль, и вы потом просто не сможете быть счастливы, вы не сможете испытывать позитивные чувства, вы не сможете радоваться жизни. То
То есть это делать опасно. И вот на этой стадии боли нужно просто прожить, дать себе время, поплакать в подушку, покричать, все что угодно. Но здесь индивидуально, то есть каждый проживает боль по-разному, да, проживает боль, поэтому пусть люди сами для себя решат, как они будут это проживать, но ни в коем случае не подавлять. Если вы работаете, там устаете, возможно, вы возьмете отпуск больничный, еще что-то, да, то есть поговорите со своим ближайшим окружением, что вам необходима поддержка. Просто иногда надо просто выговориться, иногда просто надо выплакаться, да, чтобы вас выслушали. Вот таким образом. У нас Потом это проходит. Остается буквально минутка. Чтобы сохранять спокойствие, нужно ли дозировать информацию о COVID-19, на ваш взгляд? Конечно, нужно дозировать информацию. Я считаю, что вообще любую информацию негативную не нужно потреблять. Будь то телевидение, будь то социальные сети, газеты, соседи. Вообще не нужно, то есть убирайте это из своей жизни. Чем больше вы впитываете в себя негатива, тем больше негатива в вашем мышлении, соответственно, тем больше негативных эмоций вы испытываете, и тем больше вы болеете, и тем больше вы уязвимы к коронавирусу. Я вот могу сказать то, что я коронавирусом не болею. Я регулярно контактирую с острой стадией, да, больными COVID, без всякой защиты. Мой ребенок и я, мы не болеем коронавирусом. Хотите верьте, хотите нет. Но все-таки нужно, призываем всех наших телезрителей соблюдать меры безопасности, потому что здоровье – это самая главная ценность. Спасибо большое, Алена. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики была психолог Алена Логовская. Мы обсуждали психологическую поддержку во время пандемии коронавируса. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.